Бисмиллахи рахмани рахим, вальхамдулиллахи роббил алямин. Сегодня 14 февраля 2023 года. Я получил сведения о том, что сотрудники ингушского ЦП, ингуши, холопы российского сапога, носящие ингушские фамилии и ингушские имена, выслуживаясь перед своими хозяевами, прибежали в дом моего отца, взяли у него какие-то данные, сказали, чтобы он явился к ним на допрос, как понимаю. Сказали ему, что я якобы состою в комитете ингушской независимости. Здесь я очередной раз повторюсь, я не состою в комитете ингушской независимости. Я не являюсь членом комитета ингушской независимости. При этом тоже, повторюсь, я абсолютно разделяю устремления братьев, которые его создали. Также я напомню, что наверняка на меня обратили внимание еще в 2019 году, когда я стоял на пикете, протестуя против того, что делали с нашими политзаключенными ингушскими. Наверняка на меня обратили внимание, когда я рассказал своим зрителям о том, насколько преступно российская власть запрещает тотально разную исламскую литературу. И тем более наверняка обратили на меня внимание, когда я назвал их вторжение в Украину преступлением. Все это в совокупности привело к тому, что они нагрянули в дом моего отца. Хочу сказать, что мои родственники по своим воззрениям скорее ближе к вам, товарищи, чем ко мне. И особого контакта со мной не имеют. И, соответственно, тем более влияния на меня не имеют. Если вы думаете, что своими похождениями вы как-то на меня повлияете, это с вашей стороны очень наивно. Просто потому, что я вырос в другой стране, воспитан не там, не являюсь ингушом, являюсь чем-то другим для многих националистов из нашего числа, которые будут вместе с вами подпевать басни ваши в будущем. В общем, ставлю в известность общественность, что произошли вот такие вот события. Вальхамдулиллахи роббил алямин.